Тут вот упала сосна, загородила дорогу всем. Ее убрали? Ну, он распилили, откатили. А МЧС приехал, ничего не делал, написали, вон проход, проезд запрещен. Вон ленточку натянули и уехали. Ветеран лесной отрасли и в прошлом, к слову, лесозаготовитель Константин Соловьев не сидит без дела даже на пенсии. А как быть, если буквально на его глазах разворачивается ни много ни мало настоящая экологическая катастрофа? За пару лет часть сосен ушла во враг вместе с почвой. Он обращался с этим во все инстанции, но ВОЗ и ныне там. Земля осыпается, деревья продолжают падать. Я тут ходил, даже не смотрел, он же там сначала началось. А вот это размыло свежее в этом году, вот где свежие сосны, это в этом году размыло, вон 10 сосен, больше. Я, конечно, лесозаготовитель по основной специальности. Ну, если бы такое лесозаготовители допускали, это сразу тюрьма. В причинах массового обвала Константин Николаевич разобрался сам. Весной лес смывают талые воды, осенью – дождевые. Этот неправильный поток сформировал якобы неправильно организованный сток. В последние годы соседи активно строились и, видимо, не учли нюансы ландшафта. Этот участок леса смыло всего за 2 года. От оврага до дороги осталось всего 7 метров. Масштаб возможной катастрофы теперь страшно представить. Если не предпринимать никаких действий, скоро вместе с землей смоет и дорожное полотно. Главное, необходимо сохранить хвойные, которые еще не успела вырвать с корнем. И предотвратить беду. Просто. Тут нужно вот первое какой-то строительный кирпич боя сюда засыпать. Надо в первую очередь снижать скорость воды, чтобы она с такой скоростью не шла сюда, не размывала это все. Представители городской и поселковой администрации на место выезжали. И с неравнодушным жителям согласились. Меры нужно принимать срочно. В первую очередь уберем все упавшие деревья, вырубим уже наклоненные деревья, засыпем овраг и укрепим вход в русло поверхностного стока для того, чтобы попытаться отвести воду в первоначальное русло. По истечении этих мероприятий мы еще раз выйдем на место. И если эти мероприятия не помогут, то уже, конечно, нужно будет думать о каких-то более капитальных работах. Пока работы не начаты, то, что плохо лежит, как водится, разбирают. Ценную древесину предприимчивые граждане пилят прямо на месте и увозят. Казалось бы, очищают участок от бурелома, однако нелегально. По закону за сбор так называемого валежника положен минимум штраф, максимум уголовная ответственность. Но это пока. К радости жителей уже с начала 2019 года такую древесину можно будет заготавливать безнаказанно. Таисия Жакова, Иван Богомолов, телеканал Юрган, Сыктывкар.